Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен Синдром. Друзья, в этом видео я хотел бы вам рассказать о том, как в первый раз фотографировали имама Шамиля. Перед вами та самая первая фотография, которая была сделана в 1859 году. С ней связана интересная история, которую я и хотел бы вам рассказать. Фотографию сделал командир Нижегородского драгунского полка, граф Иван Григорьевич Ностиц, в дагестанской крепости Чир-Юрт. Именно туда и доставили пленного имама в августе 1859 года, где он прожил 3 дня, и где граф Ностиц старался доставлять развлечения именитому гостю, заметив, что Шамиль любит слушать музыку. Всякий день во время завтраков, обедов и ужинов заставлял играть трубачей. Граф Ностиц был страстным любителем фотографии. Он показывал Шамилю свои фотографические работы в альбомах, пояснял их подробными рассказами. Живописные виды родного Дагестана, Чечни, Закавказья, как рассказывал потом граф, мало интересовали Шамиля. Он желал видеть то, на что ему придется смотреть на севере, куда он ехал. Вид европейского города, церкви, какого-нибудь многоэтажного дома, и в особенности шайтан-дороги, как он называл чугунку с ее паровозами, вагонами и дебаркадерами, заставлял его серьезно задумываться. Он внимательно, подолгу рассматривал эти фотографии. Точно он старался усвоить себе их изображения. Видимо, чтобы потом ничему не удивляться, тонко подметил граф, уже хорошо знавший горские нравы и кодекс поведения кавказских джигитов. Далее я зачитаю вам подлинные, сохранившиеся записи Ивана Григорьевича о том, как он снимал. Ну, конечно же, не мог истинный фотолетописец упустить такой момент. Фотографический портрет Шамиля в Чир-Юрте. Не желал я выпустить Шамиля из моего дома, не сняв с него портрета. Но 2 дня бушевал чир-юртовский ветер, и невозможно было приняться за работу. Наконец, уже в день отъезда, ветер стих, и я спросил Шамиля, не хочет ли он иметь свой портрет. Имам не понимал, в чем дело, но, желая угодить кунаку, который угощал его 3 дня, согласился и вышел в садик, где находилась моя лаборатория. С ним был сын Казим Агамы и переводчик. Я усадил имама на стуле, прося его сидеть неподвижно в течение 10 секунд, тогда мгновенной светописи еще не знали, и навел на него камеру с большим объективом, который в своей медной оправе блестел на солнце, как маленькое орудие. К моей немалой досаде, Шамиль сидел неспокойно, тревожно оглядывался по сторонам, судорожно ворочаясь на стуле, то и дело брался за рукоятку кинжала. Работа не удавалась. Несколько раз я возвращался в мою лабораторию, чтобы заготовить новые стекла, а время уходило. Дормис князя Боретинского, присланный из Тифлиса, был заложен. Конвой ожидал, и меня торопили, говоря, что переезд, назначенный в этот день, далекий. Все это мешало мне еще больше. Но я уже решил, что имам не покинет мою штаб-квартиру, не оставив на стекле своего изображения. И не замечал совсем, что лицо Шамиля изображало далеко не дружелюбное ко мне отношение, и что кинжал его был вытащен до половины. Принес я стекло. Опять неудача. Нужно было заготовить новую пластинку. Но на этот раз, идя в лабораторию, я случайно обернулся назад и увидел перед собой картину далеко не мирного характера. За кустами и каменной оградой моего мизерного чир-юртовского садика стояли драгуны и держали ружья наготове. Штыки были примкнуты. Полковой адъютант, узнав, что я буду в саду 1 на 1 с Шамилем, да еще вооруженным, вообразил, что я могу подвергнуться опасности, и, побежав в первую казарму, вызвал штуцерных. Одних разместили за оградой, а других в кустах, с приказом не высовываться, но быть в готовности, если случится что-нибудь недоброе. Драгуны были старослуживые, многие из них провели по 10 и более лет на Кавказе, но никогда не видели Шамиля, а теперь случай представился такой удобный.
что они мало-помалу начали выползать из своей засады, но ружья держали наготове. Вот эта картина, не представлявшая ничего успокоительного, и смущала Шамиля. Я мгновенно удалил их и извинился перед имамом, который, поняв, что было какое-то недоразумение, сел смирно и дал с себя снять портрет. Затем я ввел его в лабораторию и проявил перед ним пластинку, что очень поразило Шамиля, но он постарался скрыть свое удивление. Зато сын его не выдержал и начал плясать нечто вроде лезгинки в моей маленькой лаборатории, высоко поднимая руки. При каждом движении этого энтузиаста мне казалось, что он длинными рукавами своей черкески непременно свалит на голову своего отца какую-нибудь азотную или черную кислоту, и что Шамиль, взятый невредимым на высотах Гуниба, будет попорчен в моей лаборатории. В темноте я искал дверь, чтобы вытолкнуть Казима Гаму, но, как всегда бывает в торопях, я ручки не нашел и выломал дверь. Шамиль благодарил меня и, взяв меня за руку, отвел в сторону. «У меня просьба к тебе. Сделай портрет моей любимой Шуанеты. Она, вероятно, будет проезжать твою крепость, но я чую, что родичи ее в Моздоке остановят, и я ее больше не увижу. Она будет, вероятно, ночевать в моем доме, но она будет в Чедре, и лица ее я не увижу. Я дам ей письмо», — ответил Шамиль. И этот автограф имама долгое время сохранялся у меня в бумагах. Тут необходимо пояснение. Шуанета, армянка, бывшая воспитанница Ставропольского института, была похищена близ Моздока чеченцами, когда ехала с сестрой из института к своим родителям. Сестру ее потом выкупили, а Шуанета полюбила в плену Шамиля, перешла в ислам и стала женой имама. После того, как Шамиль сдался русским войскам, Шуанета тоже отправилась в изгнание по тому же маршруту, что и Шамиль. Когда она отдыхала в Чир-юрте, Ностица сделал ее портрет, о котором его просил Шамиль. Когда жена имама продолжила свой путь, недалеко от Моздока на конвоиров, сопровождавших Шуанету, напали ее родственники, отбили и вернули в родительский дом. Но Шуанета мечтала вернуться к мужу, родительский дом стал для нее чужим. Помог ей все тот же неугомонный фотограф. На какой-то торжественный ужин совершенно случайно были приглашены и Шуанета, и граф Ностиц, который тут же узнал молодую женщину, которая теперь стала пленницей собственных родителей. Она умоляла графа помочь ей уехать к мужу. Ностиц сочувственно отнесся к ее просьбам и нажал на ее родственников. Человек он был влиятельный. И Шуанета вернулась к Шамилю. Знакомство Ностица с Шамилем имело продолжение. Вот как описал его сам граф. Потом, уже несколько лет спустя, я встретил Шамиля с его семейством близ Киева на Днепровском пароходе. Он ехал в Мекку. Мы встретились, как старые знакомые, и во время плавания до Кременчуга вспомнили о пребывании его в Чир-юрте и о моей фотографии. «Я был уверен, — говорил мне Шамиль, — что меня лишат жизни, и полагал, что тебе дан приказ расстрелять меня. Да и кто же мог лучше исполнить, как командир шайтан-драгунов? К тому же ты мне сделал новую одежду, а так поступали у нас с наибами, которых я приказывал казнить. Их всегда одевали во все лучшее и новое. Ты меня посадил на стул, навел на меня маленькую пушку и велел сидеть смирно. Я думал, что если ты не попадешь, то меня добьют стоящие в 10 шагах твои шайтан-драгуны. Бог спас тебя тогда, рука моя была еще сильна, и я готов был вонзить кинжал в твою грудь. Убили бы меня, но и ты в живых не остался бы». Позже, другие фотографы сделали еще несколько портретов Шамиля, более высокого качества, а современные технологии позволяют расцветить такое фото, оживив облик предводителя горцев. Друзья, ну а на этом все. Если вам понравилось, не забываем про лайк. С вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.